Глава Коми Владимир Уйба записал специальное обращение к жителям республики. Смотрите его прямо сейчас. Бурлун Дунаертис, добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня расскажу, как и обещал, о корректировке счетов за отопление, которая поступила в начале этого года. Действительно, очень много от вас поступило вопросов, законна ли это сама корректировка, ну и самое главное, правильно ли проведены расчеты. Так вот, в части, сразу скажу, что это касается тех домов, где установлены общедомовые счетчики, где идет расчет по году равными частями за отопление. Вот хочу сказать, что сама корректировка – это законное действие, но самое главное, чтобы эта корректировка выполнялась правильно. Так вот, по некоторым корректировкам, которые вызвали сразу и вопросы у вас, уважаемые жители республики, и у нас, и у службы стройжилтехконтроля и надзора Республики Коми, мы провели проверки. Где мы провели эти проверки? Ну, во-первых, выявлены нарушения по расчетам корректировки у жителей Сысольского, Прилузского, Сыктывдинского и Удырского районов. В результате принятых службой стройжилтехнадзора мер по двум домам, это жители Сысольского района, выполнен перерасчет за отопление на сумму более 89 тысяч рублей. У жителей 7 домов Прилузского района тоже выполнен перерасчет на сумму свыше 79 тысяч рублей. Жителям 2 домов Сыктывдинского района произведен перерасчет на сумму 25 тысяч рублей. Ну и кроме того, в отношении управляющей компании в Сысольском районе, это общество с ограниченной ответственностью «Визинго-сервис», службой стройжилтехнадзора, приняты меры административного воздействия за ненадлежащее содержание именно вот этих общедомовых приборов учета. Это в 7 домах. И правильность расчетов УАО «Коми-тепловая компания» в Удырском районе продолжается. Также, как только будет там проведена проверка, я доведу до вас результаты. Кроме того, в апреле этого года жителям городов Инта, Сыктывкар, Ухта, Сосногорск и Воркута ПАО «Т+» предъявили корректировку за 2021 год. Также по моему поручению службой стройжилтехнадзора начата проверка правильности предъявленных к оплате сумм корректировки. Ну и также в случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры, а я доложу вам о результатах этих проверок. И хочу поделиться очень хорошей новостью. Сборная команда Республики Коми победила в 11-й зимней спартакиаде учащихся России в 2022 году. Это крупное соревнование. Участвуют в нем ребята от 11 до 18 лет. Было всего участие проходили по 19 дисциплинам, в том числе биатлон, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, фигурное катание, спортивное ориентирование, конькобежный спорт, лыжные гонки и другие. Так вот, в финальных соревнованиях спартакиады приняли участие более 2500 ребят из 65 субъектов Российской Федерации. Республику Коми представляли спортсмены из Сыктывкара, Ухты, Усть-Куломского, Сыктывдинского, Усть-Цилимского и Сысольского районов. И в третьей группе с численностью населения региона до 1 миллиона человек сборная команда Республики Коми заняла 1-е место. Наши спортсмены обошли команду Мурманской области и Камчатского края. Ну, я думаю, что я и все мы поздравляем ребят с такой очень непростой, но заслуженной победой. Молодцы, так держать, ребята. По эпидобстановке за сутки мы снизились по выявленному количеству новых случаев ковида. Выявлено 60 случаев, но вчера у нас было, к примеру, 68. Больше всего это Сыктывкар, Усинск, 14,9 случаев соответственно, ну и Ухта и Сосногорск по 7 случаев. По развернутым койкам мы начали еще сокращение коек, поскольку мы по занятым снизились менее 200, 198 коек у нас на сегодняшний день занято, соответственно, мы
закрыли 14 коек, и на сегодняшний день развернуто 381 койка. На сегодняшний день, уважаемые жители, это вся информация. Всего вам самого доброго, берегите друг друга, будьте здоровы, до следующей встречи.